восхваляем, о святой Откупитель, Твою милость призываем, о добрый наш Спаситель. Вечному слава, вдячность и слава Твоему сердцу, о наш Иисус. Вечному слава, вдячность и слава Твоему сердцу, о наш Иисус. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Ласка нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут с вами всеми. И с Духом Твоим. Podczas tej świętej mszy Marusia za pamiętnych Wiktoria, Валентина, Мячеслав, Татьяна, Петр, Викентий, Эмилию. Просит, чтобы добрый и милосердный Пан пробачил грехи и принял всю вольность усіх святых. Перепросим за все наши грехи, дабы мы пришли с тем сердцем Спасителю наисвятейшую офяру. Спамятаемся Богу Всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышине Богу, А на земле покой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владыка небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, які сядеш праворучайся, змилуйся над нами. О, тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духа
Сам святий у хвалі, Богородиця. Амінь. Молімся. Боже наш Отче, Ти вчинив нас дітьми святла, дякуючи ласце всиновлення. Не допусти нас, не допусти, как нас огорзала темра неправедности, а да поможи, как мы завсёды жили в светле Твоей правды. Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей волнами триедности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Аминь. Читание другой книги Володарства. У певний день Елисей проходил праз Шунам, и была там богатая женщина, якая настойливо запрошала его спожить хлеба. Тому кожный раз, коли б не проходил мимо, заходил туды спожить хлеба. И сказала яна своему мужу: «Вось познала я, что той, кто проходит мимо нас, ён святы чалавек Божий. Зробім невялікую мураваную святлицу и поставим яму там ложек и стол, и лавку, и святильник, и коли ён будзе проходить до нас, няхай заходит туды». Аднойчы ён прыйшоў и зайшоў у святлицу, и лег там, и сказал: что ж зрабіць для яе? И сказал Гиезий, слуга ягоны: дарэчы, у яе няма сына, а муж яе стары. И сказал ён: поклич яе. Той покликал яе, и яна стала ў дзвярах. И сказал Елисей: праз год, у гэты самы час, ты будешь трымаць на руках сына. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. С поколения в поколение буду обращать верность Твою устами моими. Бо сказав навеки, заснована буде милосердность, на небесах умацуешь верность свою. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. Счастливый народ, який ведає радостный поклич, и ходит у светле обличия Твоего, Пане. Радуется имени Твоему весь день, и услышаются в Твоей справедливости. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. Вот Ты братство ихней силы, и с Твоей прихильностью возвышается наша мощь. Бо Пан наш, и святый Израиля наш король. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. Читание послания святого апостола Павла к Римлянам. Браты, ці ж не ведаете, что усе мы, охрещенные у Иисуса Христа, у смерть ягоную охрестились? Дык вось, мы похованные разом з ним хрещением у смерть,
каб як Христос уваскрос з мертвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абнаўлённым жыцці. Калі ж мы памерлі з Христом, то верым, што і жыць будзем з Ім, ведаючы, што Христос, уваскросшы з мертвых, ужо не памірае. Смерць ужо не мае над ім улады. Бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху, а што жыве, дык жыве дзеля Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога у Христе Езусе. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ваш выбранный род, королевское святоство, народ святый, как обвещать смотры такого, кто покрикал вас темрям судонное светло свое. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Матфея. Слава Тебе. В той час Езус сказал своим апостолам: «Кто любит батьку ці маті больше, чем меня, не варте меня. Кто любит сына ці дочку больше, чем меня, не варте меня. Кто не бере крыж свой и не йде за мною, той не варте меня. Хто знайшов життя своє, стратить його. А хто стратить життя своє дзеля мене, знойде його. Хто приймає вас, приймає мене. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка у ім'я пророка, з нагороду пророка приймає. Хто приймає справедливого у ім'я справедливого, з нагороду справедливого приймає. И кто напоит одного из малых гэтых только кубком холодной воды в имя учня, соправды кажу вам, не стратить узнагороды своей. Гэта слово Пана. Слава Тебе, Христе. Святое Божие Слово, якое нам Бог дає самі потім на якісь вечеру, або на якісь тяєк, нас запрошають на столик, що ломятся от этой ежи. Такая, что тут взять, что тут разбочаться, всего покуштовать, и сколько себе набрать. А часами есть так, что приходим и нам подносят. Одно принесли, мы так наелись, другое принесли, уже обжарились, а там начинаем ходить все лепше и лепше. А мы уже наелись, куда уже там больше встать? Ты мой сегодняшнее Божие Слово, оно у такий спосіб, оно хоче, как мы насытились на ушах, на цілий тиждень. На цілий тиждень. На 7 днів, дякуючи тому, що ми працюємо, ми могли переодолевать різні тяжкості у нашому житті. І сьогодні для этого нам дає костюм перше читання з другої книги Володарства. Маємо і чуємо про Єлисея. Варто сказать на початок, что когда будем читать другую книгу Володарства, то в этой книге Володарства открывается шмат цудов за керовництвом самого Елисея. Может сказать, книга называется «Цудов Елисея». А эти цуда открываются не того, что Елисей является пророком, а тому, что має моц Божию у себе. Як на этом тижні, коли хто був звичайний день, сказав, що коли навіть я, чоловік, робив якісь цуди, а сам свого життя по поводу этих цудов не спасавав і не направляв, я могу робити цуди, но це не дар дати мені послава Бога. Але я своїм життям нічого не роблю. Я його не направляю. Я не дати мені, як на кимось відбувся до цуд, як я так само зверифікував своє життя і ще більше наближуся до Бога.
І тому, коли цуди відбуваються, вони дозволяють Єлисею ще більше наблизитися до Бога, ще більше його розпознати, ще більше його прославити. Еще не понимает, что Елисей прошел през город Шунам. И в этом городе встретил такую женщину, которая была шуламинка, бо жила в этом городе. Потому что она мать такое имя, фамилию. Нет, туда нема имени этой женщины якую. И когда за каждым разом, когда проходил Елисей през Шунам, то в этом городе встракала его женщина. Эта женщина, пишет, автор сьогоднішньої книги була вельми багата. І тому його приймала Єлисея завжди на обід. І певного разу, вона вже була вельми стара, сказала своєму мужу, що я у гэтым мужі, які приходять до нас, бачу Божого посланця, Божого чоловіка. А говорить, давай ми для його зробимо у нас покой. І як написано, зробимо невеликую мурованную святлицу и поставим ям там ложек, стол, лавку и светильник, как он приходячи, мог там знайти час на отпочинок. Потому что нам подается великий способ этой святыни. Потому что написано мураванную святыню. Когда с греческого языка переложить это слово мураванное, так выйдет иначе еще. Так само давай зробим для его каплицу. Каплицу в хате, где написано на верхнем этаже. Чему? Вот это человек Божий. Вот это человек Божий. И поглядите, что эта женщина, когда она это все робит, она ничего не чакая взамен от Елисея. Хоть она ведает, что распознала в нем Божьего человека, что он шмат может, что он может чинить чудо. Она уже может и чудо про это чудо. Но про это чудо, например, будет чудо. По этой самой книге «Богатство» оздоровить Иоанна, так само памятаем прийти до вдовы, якая будет голод, и ее будет кормить и сытить раз 3 года или 6 месяцев, когда все будут проверять голод и дозволить какой-то женщина. И шмат других чудов, которые там будутся. И так само с этой женщиной, и те чуда будутся. Не один, про них так само написано у Святом Писании. Першим с этим чудом, когда уже отрывал Елисей, то, что когда положился в покой, призвал для себя слугу, говорит, ты мне скажи, что этой женщине потребно, чем ей помогать? И тогда, что робить? Тогда слуга говорит, эта женщина везде. А чему Елисей хочет ей помогать? Потому что отрывал добро. То есть распочинается час перегрыва, это самых один перегрывки, розные и великие, и долгие, и мучительные, а не прихожие. И завжди, когда приходил, то люди нас частовали. У розных часами, как попадешь в такую медицину, там треба съесть 2 обеда. Не покажется, что 2 обеда здесь. Если человек есть 2 обеда, но как-то кому-то крылю не забить, не зарос. Потом не приготовите, не почувствуете, кого приготовалось, что теперь в этом самом месте. И человек захапывает в кисти ресторана, как так само привозит. И альбо тебе люди рестораны. Да и чтобы пани нету за душу стену, все я сиду. Лишь не больше кидать обеды, как хрустни покрыть. И нам это старалось такое, что в пятницу, идучи в перегрывку, хоть-нибудь там день после, але коли костел говорит, коли сопроводит тебе кто сейчас и гробить они святого, может есть это кусок мяса, не покрытый человек, и скажет, я пятница его есть. Вы кому-то завес кому того, как показать, любого здесь откидали. Нет. Поглядим, что костел у нас так мучится. Потому что только Елисей отрывал. Эти люди так само, чему люди наши вставали? Потому что они не могли с нами войти. Кому-то там часто дозволял, кому-то здоровье, кому-то обовязки, розные справы. И они ускладали и передавали нам их интенции, кому этой интенции занесли перед трон Божий за причиной Матери Божией, святого Хранима Михаила, благословенного Бронислава Маркевича, в должности в якій керунку, і об чим була эта перегревка. И так само туда, когда Елисей отрымал от женщины вельми шмат. И тому он хочет отудяшиться и питая, что ей потребно. И слуга говорит, она везде. Тогда говорит, призови ее сюда. Как видимо, автор пишет. Его на слузе. Доручи Илье так. И сказал Езель
слуга ягоний. До речі, у її нема сина, а муж її старий. І сказав йому, поклич її. Той покликав її, і вона стала у дверях, і сказав Єлисей развод, у гэтый сам час ти будеш тримати на руках сина. Развод, у гэтый сам час ты будешь тримать на руках сына. На что он говорит это? Это подтверждение того, что это дитя народится не за причиной, то есть, можно сказать, Елисея, может Елисей, православный рассказ, учинил дитя. Нет, развод, вот 13 месяцев, не 3 месяца. Как это было, не 9 месяцев, а 17 месяцев. Так что это подтверждение того, что это дитя народится дякуючи ласці Пана Бога. Дякуючи ласці Пана Бога. Гэта історія, яка сьогодні тут ми прочитали, вона запаралелена докладно з історією у Старому Заповіті, так само у книгі Буття, з Авраамом. Зараз вам нарисую, що пам'ятає читав, коли хто не читав, не пам'ятає, можна набути на все Писання, Старе Заповіті, і розпорядку читать, как лепей ориентироваться в том, что пробовал вас указания, как вы хотите надать, как вы лепей не учитесь. Так вот, Авраам певного моменту проходила 2 молодых людей. Евангелие, или Святое Писание пишет, что эти 2 молодые люди, в том комментарии написано, что говорит, высланцы Бога, самые анёлы проходят. Авраам убачил их издалека. И выбег, как их запросить до себе на гостей. Выбег, который примусить к этому решить. Але треба сказать, что перед этим Авраам был обрезан. Уже в старом возрасте обрезание, дома, терпел, вельми много терпел, но это боль неземская боль, обрезан на плётах. Ну и он терпел, первый, потому что ему Бог показал, что теперь у твоем потомстве каждый будет обрезан, по Богу это случай. При народжении. Авраам ему того, что терпеть, выходит его терпение, там как двоякое, вы так сам не моя потомка, двоякое терпение, это самое и физическое, и это моральное, психическое, психологическое терпение. Но выходит и их кричи примушая, они приходят на него, споживая, прислуговывая им, робить им вечеру, они послуговывают. И когда эти юнаки, молодые, они отходят, а вот это самое скоростное своей смерти в Иванове. Развод у гэты час, калі мы будем проходить, что такая твоя жонка Сара народится. Як пам'ятаємо, коли ви читали, Сара вже якраз аж засміялася. Обсміялася в старому возрасті, засміялася. Просто про этот смех можно говорить что-то другое. Но это не эта тема, не эта тема. И, поглядите, эта женщина, Шумитка, Шунамка, яка живе в городі Шунам, і вона так само прислуговує, вона примушає Єлисея остатися своїм. Примушає. Потім, коли будемо читати, є народиться син. Але цей сам син у молодому возрасті помре. І як помре син, вона покличе Єлисея, а він сидить, дорогий, іди його воскреси. Я ведаю, що ти чоловік Божий. Ты учини этот суд, такие твои учени. И Елисей, памятая, придя, растянется 3 раза над этим хлопчиком, и этот хлопчик оживил. Вот это имеется это суд, Елисей чинит. Для кого? Для нас. Але треба сказать, что этот город, Шунам, есть еще проявляется в Святом Писании. У книги Самуила мы прочитаем, что там была женщина, Абішаг, прихожая, вельми прихожая, яка услуговувала у старості короля Давида. Як ведемо, Давид был не у слабость, великую слабость, да. Женщины, жен, які ушла, ну, як пам'ятаю, нам замордовал одного мужика, который жен по сельски себе, как ее иметь. Они ніколи не докранувся рукою до Абішаг, до этой женщины. И когда он помер, сын его, Давида, хотел взять эту жонку, себе за жонку, а Данишак хотел взять эту жонку. А Соломон заборонил, сказал, нет, вот так наказал твой батька, как мы не трогали ее, как она осталась у чистине.
Гэта яна ў сваёй прыгажосці асталася ачышчана. Абішак з'яўляецца такой сімвалам чысціні у таком сэнсе, што каб таксама як для нас гэтага горада Шуна, Бог прыходзіць толькі да людзей, которые маюць чыстае сэрца. І гэтая жанчына таксама з'яўляецца сімвалам чысціні, якая нам патрэбная, і аб якой мы павінны змагацца ў нашым жыцці. Такі скрипак Нікола Паганіні, певно чули, може хто і слухав, певного разу отыграв найлепший концерт свого життя. Але що було причиною для того концерту? Іграючи на скрипках, розпочали лопать по черзі струни. На початок лопнула ля, потім лопнула мі, потім лопнула струна ре. И осталась только одна струна – соль. И на этой струне соль дал такой пригожий концерт, что вошел у мировой ранкинг. Самый наилепший концерт, який можно было дать. Самый наилепший. Для чего это говорю? Может, в твоем житті лопнула струна ми, ре, соль. Еще что-то пошло не так. Здесь ты сподевался, якісь турботи прийшли, якісь тяжкості, пошло не по твоїх планах, якоїсь нещастя з'явилося, але ще є одна струна. Соль. Де є соль, де є Бог, Божа соль. На этой Божьей соли может держится твое життя. И Бог говорит, вот на этой струне, у такий способ, когда ты уже не можешь себе допомогти, я тебе допомогу сыграть наилепший концерт твоего життя. Как ты 10 в житті не погубився, как 10 в житті не погубився. І нам про це говорить сьогоднішнє Євангеліє. І нам, як до гэта все відбулося, потрібні 3 важні слова, які сьогодні прозвучали у першій частці Євангелія. Хто любить сина чи дочку більше, чим мене, не варті мене. Моцне слово. Хто любить більше сина, більше, чим мене, не варті. И профессор з университета Яна Павла II з Варшави сказав мне такий приклад, що певного разу там молодь здає екзамен, певного разу одна дівчина не здала екзамен. І на наступний день, коли була повторка екзамену, дівчина вже не прийшла. Мама, дорослый человек, молодой человек. Чему? Бо безрадостность. Не ведает ученицы, не ведает, что говорит. Люди просто в сучасному світі молодежь така становиться така безрадна. Не ведает, что за ним скажут, за ним зовут. Пам'ятаємо, колись давним-давно такі йшли фільми «Ералаш». І вже давним-давно за це сміялися. Пам'ятаємо, був такий «Ералаш», що был сынок, и мама, и сынку что-то сталося у песковницы. Мама! Мама побегла. Потом, как сынок уже был в школе, ему что-то сталося. Мама! Мама побегла. Потом сынок был уже на учебе, и снова что-то сталося. Мама! Мама побегла шнурки завязать. Потом сынок уже работал на Веласе, ездил. Колесо пробилось. Мама приехала, колесо. Все нормально. И все нормально. Мама. Конечно, смеялись из этого. Правда? В сегодняшнем сучасному свете. Чому? Бо хтось не любить Бога більше, чим сина. Не любить Бога. Треба більше Бога любитися. Коли більше Бога любить, бо заправна любов не така. Не така, що ми когось обложимо подушками навколо, коли нічого тренера не ставиться. Це нам нічого не приготує. У сучасному світі так все йде. Я не имел свое тренерное житье и имела там мое дитё где-нибудь супер. Все найдешь. А потом такие инвалиды уже те робятся. Ничего, без рады не видишь, что сделать. Не видите, что сделать. Все батьки за них. И такие, только молодые люди чекают, что им там батьки подкатывают. Я должен поступать. Это нас и делает такими кроками. Может, и так ошибали. Чему это любовь не знаю. Наступная речь. Это первая речь. Любовь. Другая речь. Хто не бере кріж свой і йде за мною, той не варто. Брать кріж, брать. То есть, коли есть любовь, коли я научуся правді любові, то я научуся брать кріж свой. Який способ? Ну, глядите, что нам тяжко выслушать. Мы готовы помогать
брату, сестре, бабушке, батькам, просто людям, которые это будут. Але свое життя, свои крыши життя, никак не не стреляют. Вы близки, вы же помогаете, але свое життя, там здесь сбоку лежит, сбоку. Как что-нибудь заверить, что-нибудь поправить, направить, и пустить вообще на правду. А я говорю, кто не доверяет крыш свой, не чужих дорог брать, чужие легко взять. Но нам легко за его схватиться, и можем вместе, мы не верим, что другие человек переживает. Там нам легко помочь. А коли мы свой не доверяем, то нам будет это тяжко. Нам тяжко. Бо ми тоді йдемо за Христом. Несем чисті крыш, нам легко выносить. И третья справа, кто свое життя не стратит, то и не проблема. Стратить для кого? Для Бога, для Евангелия, для добра, как мы тратили свое життя для бытия соправдными христианинами в нашем житии. Просим за это, братья и сестры, как мы имкнувшись на веру, памятаем, что наше життя всегда заусёды потребное Богу, что на нашем житии Бог хочет сыграть наилепшую мелодию нашего життя. Мимо того, что здесь мы в себе выкрасили, не даем надеи, мы хоть справим, однако для Бога нема справ немагчимых, а нам для этого потребно любить, брать свой крыш и так само тратить життя для Христа. Аминь. Набывается всема вашего и неважного, и родиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, разве Богом все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погоде Писанием, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца і Сина походить, якому разом Зайцом і Сином належить поклонение і хвала, який промовляв праз пророков, веру один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых, и життя вечного в будущем свете. Аминь. На Бога нашего Спасителя, за веру вознесем субботние молитвы и просьбы за святый костел, как все его верники здолели распознать миссию, якую им вызначил Бог с Ребросием. Выслухай нас, За Пане. бискупов нашей краине, как благодарим их всеми матерными ласками в апостольском служении Ребросием. Выслухай нас, За Пане. наши добродетели, сам Бог для них устногородует за все учиненное добро Ребросием. Выслухай нас, Пане. За наших близких померлых, Виктория, Валентин, Вячеслав, Татьяна, Петр, Викентий, Эмилий, который милосердный Пан пробачил им провины и принял супольность усих святых Ребросием. Выслухай нас, За Пане. детей, которые проживают на каникулах, за молодь, якая сдает экзамены в свете Духа Святого, как на своем житии распознали свой шлях в житом Ребросием. Выслухай нас, Пане. За нас, собранных на этой Евхаристии, как уделу Христовых таямниц, это помогало нам быть что раз больше чулыми на потребы инших и готовыми пробачить тем, кто нас покрывдил. Всемогутный Боже, от Тебе походите, рака доброго Отцу нашу веру, как мы были мужными вызнавцами Твоего имени, Вас Христа нашего. Аминь. Ніхто почав на мой малості, а я
odrażeca, haj weźmie swój krzyż i za mną idzie, i za mną idzie. Kali kto poczka, za mną pański, paniacia nie odrażeca, haj weźmie swój krzyż i za mną idzie, i za mną idzie. Молитесь, как мою и вашу яхвяну, вы не упокойте всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, Ты крас святые сакраменты здійсняєш справу спавлення. Учення наше служення благодатним ахвярі, якою ми Тобі складаємо, раз Христа Пана нашого. Amen. А Пан з вами. І з духом Твоїм. У кого серце Носим від Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Вона нехай і справедлива. Правдивая и справедлива, скучна и справедливна, как вы завсюди и всюди, да не складали подяку. Пане святый, Отче всемогутный, вечный Божа, раз Христа Пана нашего, Богом зритости до грешного человечества народився с Панной Марии, раз свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а раз свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с ангелами, архангелами и с усими святыми мы обещаем Твою хвалу, разом с ними устрикаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана, Осанна на вершинах. Справді Божа Ти святий, кривиця усякої святості. Тому просим в єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос у воскрес і послав на апостола Духа Святого, раз Христа просим Тебе, усемогутний Божа. Освети грехи дары, которую Духа Твоего, как они стались для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням кажучи: «Вярите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom po wieczery udział kielich, znów Tobie podziaku składają, przypadał swoim uczniom każdy: «Wierzycie i picie z jaką все, bo это есть kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowiedu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dziela odpuszczenia grzechów. Это czynicie na moją pamięć».
Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего прися в хвале. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, kieruję Tobie, Panie, chleb życia i zbawienia. Dziękuj, że uczynił nas wodnymi stajatwie, raz Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, aby всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Święty собрал в одно. Pamiętaj, Panie, Bogactwo, które się w общем świecie udoskonaliło w любови razem z Papą naszym Lwom, biskupem naszym Józefem i usień duchowieństwa. Pamiętaj, tak samo про братов и сестер наших, які восполнил надеи на воскрешение, и про всех, кто власти Твоей пришел с этого свету, и дозволим уважить святого обличия Твоего. Просим Тебе, смилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел жития вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Анной Марией, со святым Юзефом и Евранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным князем Брониславом и всеми святыми, которые с веку подавали Тебе, картины мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом у Христе, Tobie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, razu Ciebie i wieczny ja. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво с упокоим дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были за все вольны от греху, и заховали всякое неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прища Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью. Веки живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай всюди будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Який вяриш на святих, раки світу, змилуйся над нами, баран Божий, який вяриш на святих, раки світу, змилуйся над нами, баран Божий, який вяриш на святих, раки світу, а дари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечернюю Богою. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
номер 4. Наш Пан Тебя весный, нами живет, и Он сумный матерью и радость дает, покорно приходит до нас на алтарь. Как стать нам поживой, да есть беда. Наш Пан добрый пастырь, притулок слабый, да великая сила у сердце своим, любовью святою находить наш боль. Иисус разгоняет надеи святой. Наш Пан милосердный, и Он любит свой люд. Пронизни ваши, удали духову, как шлях человеку, добро осветлять. У сердца погибель, пробуждать. Наш Пан прославленный, за нас пролетел, на сердцу покой, утешаем беде. О свету славление, закон нас обрый, и мощь своею от злого укрыть. Наш Пан небесный, нежно не живет, и Он сумным надею и радость дает, покорно приходит до нас на алтарь. Как стать нам поживой, да есть беда. Номер 5. Jezus, serce primani, zbawienia mnie odkrył, zbawienie wynicaj was, будь прославленный Боже наш, что для Тебя учинить смогу, как показать любовь мою. Волю Твою завжди приймать, і серця чистим заховать. Єсу, не покидай мене, моя душа Тобой живе, ужаса терпіння ваші, витривать у Твоей любви, ужас терпіння ваші, витривать у Твоей любви. Молимся. Пани наш Боже, нехай оживить нас святая вяра, якую мы склали и приняли, как нас завсёды з'єднала з Тобою у любові, ми приносили плоди, які застаються на віки, раз Христа Пана нашого. Аминь.
об'явлено. 29 червня, це завтра понеділок, урочистость святих Петра і Павла апостолів. Святая мша у нашій каплиці відбудеться тільки у 20:00. Больше святых имшев у 20:00 святая имша. Добра? Больше нема святых имшев, бо все ксензы михалиты, это я и ксенз Александр, выезжаем на монашеские реколлекции за межу, и за собством тяжко было. Я перезвонил весь Минск. Весь Минск, как завести гости, только на 20:00, то есть согласился приехать в дома. И пилигримка, и урочистость, и именины, и розные встречи. А ще вдобавок до этого, у ближайшую п'ятницю святой Імши так само не буде. Вот так само заслужство не знайшов. А ви всі вкусно не будете помолитися. А я ще буду в реколекції. Спокійно на неділю шукав заслужство, можна бути. 2 липня, а в остальные дни святая Імша у 19:00, звичайне дня. 2 липня у четверг урочистость Найсвятейшей Панны Марии Вроцлавской опекунки Минско-Могилевской архидиецезии, 3 в пятницу святого Томаша Апостола, 4 в субботу успомин святой Альжбеты Португальской. Раз у все лет святой Мши в 12 године так само нема. На этом тыдні припадает перший четверг месяца молитвов о многих покликаниях до службы святарской и законной, первая пятница месяца. День молитвы до Святейшего Сердца Иисуса и суббота до Матери Божией. У наступную неделю святая Имша будет отправлена замужем Женцове. Программа урочистости Найсвятейшей Панны Марии Вроцлавской знаходится на дошці об'яв або на сторонце католик Вай. 3 липня нема обов'язку устримання від спожитку м'ясних страв. Вірникам Мінсько-Могилевської архідієцезії так само всім тим, хто буде знаходитися на території архідієцезії. Можна споживати м'ясо, коли хто буде чинити молитися якою-нибудь молитвою в інтенції Святого Отця, чи кончено, що Вітай Марії, чи своїй обороні віддаємося. З 25 червня по 20 жовтня відбувається реєстрація кандидатів для поступлення у Мінсько-теологічний коледж ім'я Святого Яна Хрестителя на год 2006-2027. Больше подробная информация находится на сторонце Католик Мінськ-Вай. На этом тижні адорації Найсвятейшего сакраменту не буде, бо каплиця буде вчинена, бо ксензов не буде, не буде кому виставити Пана Єсуса, только будет приезжать, отправлять Святую Имшу. Так само напоминаю, что с 27 по 30 липня у ИВНЦ пройдет архидиецезиальная парафиада возрастные группы А 11-12 годов, Б 13-14, С 15-16 годов. Больше подробная информация на доске. Объявов, между ними там театральные конкурсы, постановы, песни, малюнки, библейный конкурс, спортивное свободничество, бег, эстафета, настольный теннис, мини-футбол. Записи открываются до 10 липня. Можно, когда записываться у закрытых, конечно, уже, да, або телефоничным доверием. Кожен день в нашей каплице триває, так, людя, уже сказал. Припоминаю, завтра святая Имша у 20:00. Кого нема, передайте всем остальным, как все видели, как не приходит, то всем запрошую, что там добрым словом не вспомнил. Вот так бывает уже такое. Здесь там что-то не дочуем, не зрозуміємо. Так. Дякую за керування на будову, спільну індивідуальну молитву, за співав правди публічної прибирання каплиці, тим, хто дежурив, помоліться за тих, хто на цьому тижні святкує день народження, іменини, юбілеї, хто чекає на радіо дітей, здавайте передавцю нашої парафії, самого добродії, до міста Санкт-Івана Божої милосердності. І за нас, доручаючи кожного апостолу, Отець і Матір Божої, Твоєї оборони отдаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас пояснай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай.
За наших близких померлых: Виктория, Валентина, Вячеслав, Татьяна, Петр, Викентия, Эмилию, Аню, братьев, сестров, Пани Марии. Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в велину смерти нашей. Аминь. Сейчас слуга Панская. Нехай не станется свободе Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в велину смерти нашей. Аминь. А слово сталося телом. И поселилась между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в велину смерти нашей. Аминь. Молись за нас, Святая Богородица. Останемся мы годными наказанию Христову. Молимся, о всемогутый вечный Боже, просим Тебя, ули в наше сердце Твою ласку, как не познавши празание людское свидетельствование усыновления Христа, Твоего Сына, разлуку Его и крышку и доверительное до хвалы Ему воскрешение раз Христа под нашего. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливым, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Добрый Иисус наш Пане. Дай им вечное споживание. Добре, що ви єсть, що приходите. Пригоже на дворі, загорайте, то що загорел, бо красивочка сонце загорелась, по-другому, загориш на сонце. Принимайте эту витамину D, пока она есть. Тешьтесь все, что отбывается. Примите Божие благословение на этот день с вами. И с Духом Твоим. Благословит вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Святый Архангел Михаил. Держи нас в усмахании, будь нам обороною, супроть спокусы и ласкам злого духа. Покорно просим, нехай я вознишись, Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь увекла Шатана и інших злых духов, які нас будурствують в просвете. Аминь. Приходим, Иисус Христе, до Твоего наисвятейшего сердца, как подякувати за этот прожитый май месяц, за все ласки, які спосилаєш, за кожного чоловіка, якого поставив на нашій дорозі, за тих, кому дали добрий приклад, а так само і дренний, направ, за это перепрошаем мы Тебе. Приходим так само, как просить, за всех тех, кто уже, може, і ці пілігримці, або завтра вийти, або на днях, просячи о добрим сподорожжі. Просять так само за дітей, які відпочивають за добрим відпочинку, а познаючи нових людей, познавали так само і Бога, за молодь, яка здає свої екзамени, а в світлі Духа Святого, а так само на час вибору свого шляху життєвого. Так само за всіх, хто з'являється десь на відпочинку, як пам'ятали Єзу, що ти завжди відчиняєш своє серце і чекаєш на кожного з нас. Ір'єрейцом, Христейцом, Ір'єрейцом, Христе, Господи нас,
Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, świętego Ojca Ty Boża, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Syna Ojca Zdrawiecznego, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Ojciec Maci Duchem Świętym składaje, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, za Słową Bożywicką nas jak namaje, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, jak zmierzch największy, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, świętego Boga, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, świętego Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, to niemożliwa nieba, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, najmniejsze jako mistrza miłości, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, sprawiedliwości i duchowi skarbnica, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, nadziei i duchowi poznaje, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, uświęcona wymieniania sądania, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, uciekaj chwały najnastojniejszej, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, badajcie na nieci serca, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, uwielbił się skarb mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, uwielbił się pełna Pana bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, uładowanie Ojca Niebiesnego, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, pełna wielkości Patrymonii, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, prawa wiecznych wyżynia, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, cierpliwie i miłosierności, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, szkoleniących do Ciebie zjadzanica, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Krynika życia i świadomości, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, miłosierdzie za graki nasze, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, napełnione zniewami, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, zwycięstwami naszymi zmuszone, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, posłuchane aż do śmierci, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, dzisiaj prawidłowe, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, kryjące jaka zrzeszenia, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, życiowe zgaszenie nasze, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, uwagowiła jak danie nasze, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, żyła jak jara za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, pełnienie tylko na Ciebie, Panie
надея Ты, кто в гробе помирает, смилуйся нам, сердца Иисуса, радующих святых, смилуйся нам, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся нам, Єsu тихий, покорний серця, уши серце наше, молимся, всемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и хвале, и Он Тебе складає за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй им имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живи и владарить на веки вечные. Аминь. Присвящение рода людского наисвятейшему сердцу Иисуса. О Иисус наимилейший, Откупитель рода людского, глянь на Ты, кто покорно схиляется на подножие Твоего алтаря. И Твоя властность и Тебе належить хочешь. Сегодня каждый из нас щиро отдается наисвятейшему сердцу Твоему, как еще боль з'єднаться с Тобой, многие зачем не веруют Тебе, многие отвернулись от Тебе, подтверждающие заповеди Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Иисус наиласковейший, и притуливший до сердца Своего. Благодаром будь нам, о Иисус, не только верникам, якие николи не отступились от Тебя, а сынам марнотравным, якие Тебе покинули. Наши, как явной души, вернулись в отцовский дом, и не загинули, а не остатшие и голоду. Будь благодарен до Ты, кто помолвковавший праздник Бога отлучился от Тебе. Приведи к простанку правды и единства веры, как худко настала нам чарный один пастырь. Одари костел Твой беспечную свободою, дай всем народам супокой и згоду, учеников на всей земли от края до края один узносился голос. Хвала Божьему сердцу, раз якое пришло для нас избавление. Ему хвала и пошана на веки. Аминь. Таямницу сокровенного своявши нам все, ради Господа рама, Божьего быть заповеди, что нам розум не умачить, свято веры принесе, Богу вечному Тройцы, благословение хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, Отцу вечного святла. Молися, Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам память Твоей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, как бы там все отшували землен Твоего откупления. Яке живешь и владарь Бога Отцом едности, Духа Святого, Бог правдущий веки вечные. Аминь.
Благослови,